Дай мне уважить светлой наяснейший Тябе самого и всем небедивый, навеки вечный, Боже наимилейший. Твоею мocой и я моцный стану, Отца и Сына и Святого Духа, Тройцу одину, коли в небо гляну, хвалить буду Stworzyciela Boga. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zbawi. I z Ducha Twoim. Boża, twórz dla mnie kamiennej tвердыней, домом пристанища моего, как уратовать меня. Вот Ты моя скала и моя твердыня, теле имени Твоего, керуй мною и веди меня. Подчас этой святой мши молюся за померлого Владимира 4 года по смерти. Просичи, как добрый милосердный Пан пробачил ему провины и принял супольность усих святых. Перепросим за наши грехи, как мы могли с чистым сердцем сласти готую наисвятейшую охвяру. Spowiadаюся Богу Всемогутному И вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай измилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вышине Богу, а на земле упокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Тебя великой хвалы Твоей. Пане Боже, Аллилуйя, весны, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, яки береш на себе грехи свету, смилуйся над нами, яки береш на себе грехи свету, прими моление наше, яки сядешь праворучайца, смилуйся над нами. О, только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвале Бога Отца. Аминь. Молимся.
Бо що ти хочеш пробивати у серцях праведних і щирих, учениках ми, дякуючи Твоей ласці, стали годним местом Твоего пробывания. Проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе и владарить в едности Духа Святого, Бог празуще веки вечные. Аминь. Читание книги мудрости Сираха. Коли захочешь, заховаешь заповеди, и застанешься верным Ему уподобанию. И Он поставил перед тобою огонь и воду, а ты протяни руку свою на того, чего захочешь. Перед человеком житье и смерть, и что сподобается, будет дадено ему. Бо великая мудрость Пана, могутная Его улада, и Он усё бачить. Ягоныя вочы над тымі, хто яго баіцца. Ён ведае кожны чалавечы ўчынак. Ён нікому не загадваў быць бязбожным і нікому не даваў дазволу грашыць. Гэта Слова Божие. Дякуем Пану Богу. Щасливые, кто ходит у законе Пана. Счастливые, кто ходит у законе Пана. Счастливые тыя, чий шлях беззаганний, хто ходить у законе Пана. Щасливые тыя, хто заховує ягони свідчення, і всім серцем шукає Його. Счастливые, кто ходит у законе Пана. Ты загадал, как старанно виконували твої накази. О, нехай певними будуть мої шляхи, у захованні твоїх постанов. Счастливые, кто ходит у законе Пана. Прояви ласкавость до своего слуги, и буду жить, и заховать твое слово. Открий мои очи, как я бачу цуди твои по закону. Счастливые, кто ходит у законе Пана. Покажи мне, Пане, шлях твоих постановок, и я до конца буду триматься Його. Научи мене, і буду заховать закон Твой, і берегчи Його усім своїм серцем. Счастливые, кто ходит у законе Пана. Читание первого послания святого апостола Павла до Коринтянам. Браты, мы обвящаем мудрость сирот досконалых и не мудрость гэтага свету, ці знікомых князёў гэтага свету, але обвящаем мудрость Божию, схаваную у таямницы, якую Бог предвызначил перед веками для славы нашей. Ніхто з князёў гэтага свету не спознал яе, бо калі б пазналі, не укрыжавалі б Пана славы. Але, як написано, чаго вока не бачила і вуха не чула, і што не ўваходзіла ў чалавечае сэрца, тое Бог падрыхтаваў тым, хто любіць яго. Нам же Бог адкрыў праз духа, бо дух пранікае ва ўсё, нават у глыбіні Божие. Гэта Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя,
читание Святого Евангелия паводле Матфея. Хвала Тебе, Пане. В той час Иисус сказал своим учням: «Не думайте, что я пришел отменить закон и пророков. Не отменить пришел я, али виконать. Бо сапраўды кажу вам, покуль пераміне неба и земля, нигодная йота, нигодная рыска не зникнет з закону, покуль не сбудется все. Тому, коли кто порушить одну из этих наименьших заповедей и научить этому людей, то и наименьшим называется в Владарстве Небесным. Кто ж виконає и научить, то и великий называется в Владарстве Небесным. Бо кажу вам, коли справедливость ваша не перевзойде справедливости книжников и фарисеев, то вы не войдете у Владарство Небесное. Вы чули, что было сказано пророкам, продкам: не забивай, а кто забье, подпадая под суд. А я кажу вам, что каждый, кто гневается на брата своего, подпадая под суд. Кто ж скаже брату своему рака, подпадая под высокую раду, а кто скаже неразумный, подпадая под гневную, под генную огненную. Тому, коли ты принесешь дар свой до охвярника и вспомнишь там, что брат твой має нечто супроть тебе, покуль там дар твой перед охвярником, и иди спочатку, примирися с братом своим, и тогда прийти и принеси дар свой. Мирися с противником твоим, хутко покуль, мирися с противником твоим, хутко покуль ты с ним еще в дороге, как противник не отдал тебе судье, а судья не отдал тебе слузе, и не кинул тебе у вязницу. Заправды кажу тебе, не выйдешь оттуль, покуль не отдаси опошний грош. Вы чули, что сказано: не распустничай, а я вам кажу, кто ж с пожадливостью глядить на женщину уже учинил все и распустил сердце своим. Коли правое воко твое спокушает тебе, вырви его и откинь от себе, бо лепей тебе, как загинул один из твоих членов, чем все тело твое будет кинуто в генну. И коли правая рука твоя спокушает тебе, откинь ее от себе, бо лепей тебе, как один из твоих членов загинул, чем все тело твое пойдет в генну. Сказано: коли кто отпуская жонку свою, нехай дасть ему разводный лист. А я кажу вам, кожный, кто отпуская жонку свою, окромя як с причины распусты, той робить ее распустницей, и кто женится с разведенной, той распустничая. Вы чули, что сказано было продкам: не присягай фальшиво, а выконывай перед Богом присяги свои. Я ж кажу вам, не присягай на Богу, ни на небо, бо гэта посад Божий, ни на землю, бо гэта подножа ягоных ног, ни на Иерусалим, бо гэта город великого короля. Ни головой своей не присягай, бо не можешь ниводного голоса зробить белым або черным. Нехай буде слово ваше так, не, а что звыш гэтага, тое от злога. Гэта слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Памятаете, в детстве так, як мы что-то зрабілі, и уже ведаем, что про это доведались там батьки, або взрослые уже приходили, мужи приходили и говорили: это не мы ничего не робили. Так вот, браты и сестры, сегодняшнее слово Евангелия нам говорит, что не треба ничего робить, а уже можно сгрешить. Коли у думках гневаешься, уже допускается забудство. Коли глядишь с пожадливостью на другого человека, уже допускается чудоложство, распусты. А что? Слово вельми моцное, сказанное у сегодняшней Евангелии. Такие, какие нам сапраўды дзесьці ставят нам и задают питания, а в яким напрямку мы идем? Что у нас в голове? Вообразьте себе такую ситуацию, что есть муж, який вельми моцно кохає свою жонку. Її, можна сказати, носить на руках, занимается семьей, выховывает дети, приносит шмат грошей. Але эта жонка в этой семье недовольная, смутная.
І хтось тебе запитав, чому ти смутний, чи він тебе б'є? Ні, не б'є. Чи він може якийсь мазохист? Ні, не мазохист, нормальний муж. Чи він тебе кохає нормально? Та чому ти смутний? А ось, бо це було тільки 30 секунд у житті. Певного разу, певного вечора муж сів до своєї жонки і сказав, «Ведаєш, ми вже з тобою знаємося 10 років, я з тобою 10 років живу. Але ведай, що 10 далеко отсюда. Есть женщина, якая часть серця моего, половина мого серця, належить до її. Бо колись я її познав, я з її розумівся позірком, полслова я її розумів, я на неї так само розуміла. І говорить далі, пам'ятай, я тебе буду кохати до кінця своєї життя. Я тебе ніколи не здраджу, бо я тебе всегда присягав. Как хто-нибудь із вас почув такі слова? Женщина особливо, чи не засмутився ви? Напевно, мені одна сказала, нехай мене б'є, нехай кричить на мене, але як належно до мене. О, от такий. А як серце вже не належить, так какое-то серце належить. В яким напрямку його шукати? Ось це вельми моцне слово, і це слово у час сьогоднішньої глави. Докладно так. Як наше серце належало до Бога. Бо не треба робити щось, як зграшити. Не треба, як бачив, можна і в думках зграшити. І досить поважно зграшити в думках. Павло для сьогоднішньої словки. Не треба шмат шукати, глядіти. Він часто говорив, що я нікого не забив, звісно, ножиком не вдарив, там, кабіркою не потягнув по голові, або ложкою. Ні, ну, але забити можна позірком когось. Когось словом можна добити до кінця. Ні один муж скаже, а я ж нічого їй не зробив. Я їй нічого так само не говорю. І говорить, я ж їй вже чому не говорю? Ну, він вже з їй не розмовляє год, це мовчить. А для жінки, як муж мовчить год, вже там тарабанить. Або вона скаже, я йому так само нічого не говорю, ну ти самі там скажу что-нибудь 200 словами, что-нибудь скажу, мозг буду выносить с головы. А так, ну, я ему ничего не роблю. Ничего не роблю. Ну, так можно и один одному ничего не робить. Мы так у такой перспективе, моє сьогодні слово Боже, таке трошки скероване на вчорашнє Валентинки, які ми переживали, таку перспективу Валентинок, хочу так як стиль, этой любові Божої заправної, на якої нас прилучає. І ми так в нашому житті повинні в якимсь напрямку іти, імкнутися, але ми так десь там трошки блукаємо. Пам'ятаємо, цей корабль, який називався Титаник, чому він там не успів звернутися, тому що штурвал був маленький. Був би більше штурвал оминув би одну, другу причину, і доплив би до свого берега. І в нашому житті потрібен такий штурвал. Этим штурвалом не наше життя, щоб нам здається, що воно не так. Але наше життя воно буде штурвалом Бога. Коли він буде, то ми звернемося від одного греху, а до другого греху. Може, десь і поранимося, але ще не утопимося. Бо як вже утопимося, то вже тяжко нас буде дуже достати. Але ж ми хочемо так пригожувати. Та як вам скажу в другому місці, як ви не були, як могили побеленные. Сьогодні, коли будемо на кладбище, убачимо пригожі помники, мармурні пригожі, а там полметра під землею смород і страх. Тело людське гніє, світ можна смердить. І ми так часами пригожі виглядимо. Але що там у нас внутрі закопане? Можна надеться у пригожу у сутану, у хабі, у гарнітур, у сукенку пригожу виглядить. А що внутрі? Що внутрі? Чим? Що зарите у мене? Такі отец Полиновский, ксенц, много разу сказал, да, что перед нами у неба, в володарство Божие, будет кто алкоголики. Чему? Вы бачно, он там напился 10 лежите, потом завигался в кровати, прилаская. Здесь по поводу исти отрезвитель. Грех публичный, все его бачить. И он же терпит свой, он хотел же такого истины, не может. А мы так пригоже выглядим, и там внутри не того, что у нас неведомо. А так само для нас избавление есть, для них нет. Это такие приклады, как мы зрозуміли. Как мы зрозуміли, что у нас внутри, бо на это сегодня звертає Божие Слово. Как мы захотели в якийсь способ отповедный здесь имкнуться до того, что нам потребно до святости, до життя заправного. Как мы не пробовали когось притвораться, что мы кимсь, а ими не з'являємося. Чому? У сьогоднішньому сучасному світі
Вельми часто люди молодые говорят, а мы хотим пожить один за одним, как довериться. Кто я поводить, как все познать, мы там уже будем жить там, как без сакраменту суженства, без шлюбу костельного, а будем так жить. Что вы думаете, что пожить в нет? В Евхаристии, когда поглядим, у перспективы семья была поколенная. Czyli пришла бы такая, представьте себе, в нормальной семье девчина до своей бабули. Бабуля, я закахалась там, у помку якимсь. Бабуля, о, расплакалась. Да, внучечка тоже расплакалась. Мама почула, закахалась. Ходи, доченька, треба порозмовлять, треба тебе наставить. Почув про это батька говорит, а да, хлопец хороший, але тоже не заикается. Батько еще это брат говорит, ну, интересно, а весь в прыщах. Чему? Вот надо ставить, показывать реальность. Показывать реальность. А чему такие люди утекают от батьков? Ну как, при батькову батьки не сказали, какие я соправил. Какие соправил. Доведается, то есть, какие соправил, если там оставить на сторону, говорит, не мешайте, мы сами ведаем нашу жизнь. А потом как трагедия, разводы, проблемы. Вот если себе не познали, вот если притворались, можно же притвораться и год, и 2, и 10 годов. Я знаю такие приклады, что люди притворались, знали с собой 8 годов, взяли суженство и после 3 месяцев развалилось. Правда, то суженство до уневажнения. Я тогда ходил по газету в Польшу, было, знали 6 годов, оказывалось, что вел двойное житье. И сейчас у нас пустил. Я думал, что неповажная справа. Неповажная. Хотел запсовать кому-то житье. И это ему удалось учить. А не сломал сердце. Конечно. В нашем житті ми так само повинні імкнутися. Повинні імкнутися, як в нашем житті в першу чергу поставити на Пана Бога. Как быть в отповедном направку. Ведать куда. Как такой байке, або там, когда пришел один человек на чыгуночную станцию, говорит, дайте мне билет первой классы, экстра-классы, у тягника. Вы пытаете, в каким направку? Неважно, кто такой первый в экстра-классе. Який найлегше ехать. И так едем. Мы так в житті шукаємо. Що добре. Кому-нибудь із нас, хто-нибудь запропонував, ведаєш, твоє життя сьогоднішнього моменту покладається. Але ти будеш вести грешне життя. Будеш вельми багатий. Будеш приходити люди, тебе будуть кланятися і шанувати тебе будуть. Але ти будеш в греху жити. Чи береш це? Нехай кожен сам відкаже у серці своє. Це питання. Чи ми ставимося правди на Пана Бога? Чи, однако, наше серце десь там імкнеться? Так рассказывал, так само один святар пришел до его мужчина размовляет, и так размовляет, там жалеет, что свое древнее життя, и в певний момент пішов, колись у молодости, говорить, я грошив, да. А в молодости я грошив у молодости, так, грошив. Грешу на его, я уже этими грехами, что в молодости грошил, начинаешь жить. Он говорит, я бы тебя погрошил, как-то костер на один день. Раз в году, а потом раз в житті дозволим сломать всех Божьих заповедей, это не было грехом. О, пошел бы я торговался работать. Что в сердце твоем? Что в сердце твоем? Я думал, что завжди наша людская натура наимкнется в какие-то способы. Сейчас мы чуть. И мы так, здесь так в этом направлении таким. Вы куда? В экстра-классе. На легком месте ехать. Неважно, каким направку. Нам пусть важно в эту направку. И Христос тому задает это питание нам. Не наверное, сьогоднішня Євангелія, а як коротейшу версію, для вас там довжейшу, вона пригожейша, ще лепей показує, в який спосіб ми маємо імкнутися. І що у нас у думках ми маємо очищати свої думки, дякуючи ласці Пана Бога, як ми, тримаючи штурвал в наших руках, плыли в відповідне місце. Про це просим подчас сьогоднішньої святої мши, як разные справы сучасного свету не оторвали нас от Бога. И мы под конец мы прочули. Вы чули, что сказано было продкам? Не присягай фальшиво. Чому? Бо не земля, не небо, для меня не належить. Єрусалим, czyli як Єрусалим в костюл, так само для меня не належить. Голова моя, так само для меня не належить. А мне Иисус скажет, бо навіть волоса не может зробити, ну, уже я не ведал, что уже сегодня будет фарби, будет фарбовать волосы. Он сказал, а вот волосы не может зробити на голове черным або белым. Не может зробити. Ну, правда, можем зробити, помалевать, але он не буде стал, он отрасти знову свою силізну, або свой колір і знову проявить якісь
в якийсь момент. А вони зробить те, що стале, тільки то є добре. І того тримайся, і тим живі. Вірувати на Бога, і так, навіть Панителя неба, і Всякого і неважного, і одиного Пана Ісуса Христа, Сина Божого одинородного, Зайца народженого, перед усіми веками, Бога от Бога, святого от святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, а не спорного, одиносудного Отцу, праз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтии Пилате, был замученный и похоронен, и на третий день воскрес по воле Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и знов придя у хвале, судить живых и померлых, и яко владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и хрост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Дякуючи Богу за Его доброту, несем на Его просмотрение по Иисуса Христа нашей молитвы за святый костел, как всех людей Он довел до святла Божьей правды. Тебя просим, Выслухай нас, Пане. за народ, які терпят от внутреннего конфликту, как они нашли духовные силы для достижения соправдного поеднания. Тебя просим, Выслухай нас, Пане. за тих, хто трапив в алкогольную зависимость, как они знайшли силы, потребные для распочатия нового життя. Тебя просим, Выслухай нас, Пане. за наших близких померлых, особенно способ Владимир, 4 года по смерти, как принял собольность всех святых. Тебя просим, Выслухай нас, Пане. за нас, учеников этой святой, наисвятейшей охвяры, как мы умели делить радость и спокой с усими, кто нас окружает. Тебя просим, Выслухай нас, Пане. Боже наш Створитель, выслухай наши молитвы и учеников, мы пригодны сузирать Твою хвалу в вечности. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Полная веры царства, опять разбавшая Христа, славе что земля дала, небо манё становится, белых веруха святости, ты прими наш добрый Ойча, Объем стал высоким телом, як народ покорно просит. Полная величия распад, ахвя разбавшая Христа, так глады, что земля дала, хлеба манё становятся. Молитесь, как мою и вам, что я вяру, принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийняв вяру рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всем костелу святому. Просим Тебе, милосердный Боже, нехай верная вяра нас очистить и обновить, и заместить вечную нагороду тем, кто выполняет Твою волю. Праз Христа Пана нашего. Аминь. Аган с вами. И с Духом Твоим. Уколу сердце Узносим них до Пана. подякуем Пану Богу нашему. Справедливо, это и справедливо, скучно и слава верна.
как мы заўсёды і ўсюды табе складалі падзяку. Пане святый Войча, всемогутный вечный Божа, праз Христа Пана нашего, Бо ён з літасці да грэшнага чалавечаства нарадзіўся з Панны Марыі. Праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі, арханёламі, з усімі святымі мы абвяшчаем твою хвалу. Разом з імі ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды Божа, ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў єднасці з усім касцёлам. У першы дзень тыдня, калі Jesús Христос уваскрос, спаслаў на апостолаў Духа Святого, праз Христа просім Цябе, усемогутный Божа, освячи гэтыя дары раною Духа Твайго, как яны сталіся для нас телом и крывёю нашага Пана Иисуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего преступления. Вспоминаючи смерть и мертвых повстание Твоего Сына, отправляя Тебе, Пане, хлеб життя и тень избавления, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как учит нас, впливаючи в тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный во всем свете, удосконаля его любови разным с Папом нашим Львом, бискупом нашим Юзефом, с усими бискупами, всем духовенством и всем народом Тобой откупленным. Памятай так само про братов и сестер наших, які апостолів надеи на воскрешение, и про всех, кто власти Твоей одушел з этого свету и дозволил убачить святво обличия Твоего. Просим Тебя, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Евранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом II, сестрой Фаустиной, благословленным отцом Брониславом, благословленным Михаилом Сапочко и всеми святыми, которые с протреку подавали Тебе, как зими мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и укреписте, Тебе, Божа Войча всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Аминь.
Радуйся, Тайца Небесного, як нас научил Иисус Христос, Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди во владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего содёмного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебя, Пане, избав нас от всякого злого, дай ласкаво упокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были за все невольны от греху, и заховали всякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи, и притча Збавцы нашего Иисуса Христа. Вот Твое царство и мощь, и хвала навеки. А Иисус Христос Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, а на веру Господа Твоего, и будь ласкавый згодно за Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, и Ты живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. І радуйте ближньому знак супокою. Помой нам. Божий, я Тебя речна себе, враги свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, я Тебя речна себе, враги свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, я Тебя речна себе, враги свету, одари нас упокоем. Бось бараnek Божий, бось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений і покликаний на вечерю Яковлею. Аминь, я не варты, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Пане,
прамени, ломайте хлеб, испей правый пир, заповедью кровь, для откупления греха. Своя житё, ахвяра в любови, а взял на себе. Дару за наш грех, ярите память храняни, ярите пейте и чините так, память храняни. Это мне тело мое и грех мой, моя кровь. Тело мое я отдаю за вас, а кровь моя Господь плата за ваш грех, явите мне память храняни, явите, пейте и чините так, память храняни. Дякуєм Тобі, Боже наш, бо Ти милостивий добрий. Дякуєм Тобі, Пане, алілуя. Дякуєм Тобі, Ісус, за Твою любов святую. Дякуєм Тобі, Пане, алілуя. Дякуєм Тобі, Дух Святий, за святло і суть зашення. Дякуєм Тобі, Пане, алілуя. Дякуєм Тобі, Боже наш, бо Ти милостивий добрий. Дякуєм Тобі, Пане, алілуя. Молимся. Узмocnienie darem eucharystycznym prosim Ciebie Boża, как мы за все выкраднули этого хлеба, jaki daje nam życie zaprawdaje wraz Chrysta Pana naszego. Amen. Объявы сегодняшняя третья неделя месяца, так звана інвестиційна, об'яви складені, призначені на будову, за які щиро дякую. У нашей парафии тривають колядные ответины, записываться можно у Христи. Коли кто жадає молиться на ружи ружанцовой, позволилося одно место, яке свято, кто первый может успеть, можно прийти за Христою и это мне обвестить. Что такое ружа ружанцовой? Это кто с тебя на себе обовязок, что каждый день молится одной таємницей ружанца. И до этой ружи ружанцовой принадлежит там 20 человек, и каждый как молится одной таємниці ружанця, czyli целый ружанец отмолится тягом дня. И так каждый день. Кожен день нашей каплицы триває адорація Пана Ісуса у найсвятішому сакраменті. І ще одна велика радость на цьому тижні, бо 18 лютого розпочинаємо Великий пост.
Церква Тельцова в этот день благословен попел, яким будем посыпаны на знак перемены нашего життя и поводин. У этот день обов'язує стислий пост і утримання одмісних стравів. Святе імша будуть тройчі у 8 раниці, у 15 і 19. Кожну неділю після святої імши у 10:30 будемо співати пісні жальби. Кожну п'ятницю Великого поста так само сердечно запрошуємо на набожества крижового шляху після святої імши 19 годині, які поведуть суполки нашої парафії уже у ближайшу п'ятницю в Ружі-Ружанцових. 27-го Маті у молитві, 6-го Соколіка Маргаритки, значить ті, хто молиться за святеров, 13-го діти, 20-го молодь, 27-го суполка оборони життя, так само суполка, яка молиться за душу чисту терпіче. І 3-го красовика, як завжди, мужчини нашої парафії у Велику П'ятницю. Реколекції Великопостної нашої парафії відбудуться з 27 лютого по 1 Соколіка. Духовне практикування проведе ксьонц Андрей Лисий, Христосовець, пробощ парафії Яна Євангеліста з Мінська. Христосовець – це закону Христосовця. Ви думаєте, Михаліта, що таке? Яка-то секта, може, нет, не секта. Просто приналежність наша монарська на якісь там супольності законних. Буде відбуватися реколекція 27 п'ятницю у 15 і у 19. Після святої імши у 19 крижовий шлях, 28-го у суботу у 15 і у 19. І у першого в неділю, як кожну неділю, у 9, у 10:30, у 12 і у 19. Ахвяри, собрані у п'ятницю і у суботу, предназначені для реколекціоністів. Дякуємо за ахвярування на будову, за супольну і індивідуальну молитву, співу право літургічної, прибирання каплицької, графічної зали і тих, хто дежурив. Помолимося за тих, хто на святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає народів дітей з добродіїв мирозавців в нашій парафії, за тих, хто приймає нас по колядних обідинах, а многих добродіїв до міста Санктуарія Божої милосердності, і за нас кожного дай навчаємо під опіку Матері Божої, твоєї обороні віддаємося. Святая Богородиця, у наших потребах не огорчай молением нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословенная, о Пане наша, опекунка наша, утешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдавай. Добре, что вы приходите в эти опошние дни, так званые перед Великим постом, карнавальные дни, радуйтесь, веселитесь, а потом ложного поститься и собираться. Придите, Боже, благословение Пану с вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословляет Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуємо Пану Богу. Святые Архангеле Михаиле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пастка злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а Ти, князю войска небесного, могутністю Божою, стінь пекла Сатана і інших злих духов, які нас богодушнують по світі. наших близких померлых, померлого Владимира 4 года по смерти, Анёл Панский, Христову Пани Марии. Из начала Духа Святого. Дай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святого Апанская. Нехай не станется погоды Твоего слова. Дай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. А слово сталось и телом. И поселился между нами. Дай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Молись за нас, Святая Богородица. Как стались мы годными овцами Христову. Молимся, всемогутный вечный Боже, просим Тебя, ули в наше сердце Твою ласку, как мы, познавши про Занёльское звестование,
утіловлення Христа Твоего, Сина, в розмову Його і крижбу Єлизаветної, та хвали у воскрешення раз Христа, Пана нашого. Хвала Отцу і Сину і Духу Святому. Як була справедливо, теперь і завсюди, і на віки вічні. Амінь. Добрий є то наш Пане. Дай вічне спасування. Хай почувають у супокої вічним. Амінь. С тобою выскочу, не зувай, с тобою не лягчи, к вышнести свой.